Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня я нахожусь в теплице у замечательного человека. Это Георгий Аларь, который занимается своим делом, вот как вы видите. У него работа кипит 24/7. И действительно, сейчас самый сезон, то есть самые рассады. Но сегодня этот выпуск будет полезен чем? А следующем – советы. Сегодня Георгий даст нам советы по поводу выбора рассады помидор, огурцов. Ну а самое главное, конечно же, это его любимая клубника. Сегодня расскажем, как высаживать ее, она уже вот у нас растет здесь. Также расскажем о том, как реанимировать ее, если вдруг у вас попадутся не очень хорошие кустики. Ну и обо всем, конечно, по порядку. Георгий уже ждет нас, поэтому пройдемте. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Да. Для тех, кто не знает, Георгий является нашим постоянным, экспертом в мире растениеводства, и овощеводства. И, конечно, начало сезона мы не могли не посетить вас, потому что, я думаю, ваши советы пригодятся многим нашим телезрителям. Георгий, давайте расскажем сначала, с чего мы начнем. Что у нас в этом году есть такое, чем можно похвастаться, чем можно поделиться и что можно рассказать? Я уже с 93-го года, как переехал в город Якутск, занимаюсь рассадой. Был и дипломантом всех этих премий, там, когда на столичном рынке бывали, семьей. Маленькие дети были, ходили со мной. Но остался только я, влюбленных. Дети ушли, своя специальность. Ну, моя это хобби, как она называется, или такой... Образ жизни уже, наверное. Образ жизни в этом, да. Я сокращаю зиму немножко осенью, и весной раньше начинаю, и получается у меня для всех 9 месяцев, а у меня 6,5. 6,5. То есть у вас действительно тут за счет растений, что они вот такие красивые, зеленые. Молодеете. Растут, я молодею с ними. Ну, я ухаживаю, они очень требовательны к влаге, к теплу, ну, как и любой человек. Чем больше вот этот уход за ними, тем они больше отдают. Да. Как и, чтобы ребенок стал одаренным, надо за ним ухаживать, вкладывать. Растения ровно такие же есть, если мы хотим получить хороший урожай. То есть вы такой многодетный отец, получается, да? Очень. Детей многодетный, 5 взрослых, 6 взрослых, и 15 внуков. И растения у меня, как у китайцев, тоже есть. Тут у меня растут цветочки, помидоры, арбуз, цветочки флокс, ну, 7, 8, 9, 10 сортов цветов. Помидор 8 сортов. Джина, Никола, белый налив, дачник. Там еще мы пройдемте, посмотрим, да. расскажем. Пройдемте, посмотрим. Так, вот мы должны советы давать нашим телезрителям по поводу тех самых помидор. Ну, допустим, какой бы сорт вы посоветовали и почему? Вообще надо выбирать в наших условиях, чтобы мы кушали раннеспелые сорта, потому что они делятся по скороспелости, и надо, чтобы они были более приближены к нашим климатическим условиям. Один из самых хороших сортов, который есть, фирма Седек, это полярник. Полярник. Вот да, он неприхотлив к погоде, там дожди идут, солнца много, или это все равно урожай. Он сантиметров 50-60 высотой, но очень обильный. Плоды крупные, до 150, даже иногда 180 грамм. Можно и солить, и кушать, но зато урожай у него где-то 7-8 килограмм с куста. Вот это полярник. Да, полярник. Запоминаем. Берем помидорки полярник, если хотим. Приезжайте, кто желает покупать, есть. И это много полярника я в этом году посадил, потому что это я 3-й год его высаживаю. И я такой доволен. Вообще, там многие сорта написаны, но не подходят они к нашим климатическим условиям. У нас ночи прохладненькие, днем жара, и они не выдерживают у нас. А эти как раз, они очень пластичны к этому. Не чувствуют, как мы. Одели куртку и так и ходим, и летом, и, как называется, и ночью. То есть все-таки полярнику отдаем? Полярник хороший. Да, потом отдаем. белый налив, это проверенный, бабушки наши любят, дедушки, молодежь, может быть, другое есть. Джина есть хороший сорт, где-то вот джина. Вот она, вот джина. Вот он такой. Плоды крупные, но он высокий, он в теплице и в грунт выращивается. Но на улице, мне кажется, он лучше, у него плоды очень намного нежнее, вкуснее. Ну, на улице вообще каждый овощ, он намного лучше и вкуснее, чем этот. Так, хорошо, движемся далее. Далее. Так, здесь у нас... Вот
Этот земляника у меня, этот сорт Сашенька, безусая, но она плоды, у нее ягодка маленькая, там где-то 10-8 грамм. Но зато очень урожайная и там по 70 ягод может быть на кустик. Для малышни, если кто-то есть, вот внукам, бабушкам, обязательно возьмите такой сорт. Сажайте. Земляники. Да, земляника это вот именно. Безусая. Безусая. Да, Запоминаем. она вот это. Тут Так. это сорта Настенька, это тоже Сашенька, это Лизонька. Тоже очень ранний сорт. Ну, у меня столько получилось в этом году. И для этого сажаю, ну, что-то никак. Ну, надеюсь. Ну, запомните раз и навсегда. В наших условиях они не сохраняются. Там говорят, что держат эти морозы. Нет, я вон садил. Вы же видели, когда мы снимали, Да. съели. Я их и накрыл. Все замерзло, ничего не сохранилось. А накрыл и бумагой, и это бесполезно. Суровые зимы. Конечно. Это надо. Вот это капуста, раннеспелая, грибовская. Вот она в ящиках, потом распекируем, некоторые с ящиком, кому есть. Капусточка, да? Вот себе зелень сделал. К 1 мая думал, ну, на 9 мая этот укропчик посадил целый вот это, ну, верхние этажи. Ага. И в дальнейшем идем дальше. Перчик у вас красивый уже. Да, это, ой, Что насчет вот это слабо. перца? Перец этот богатырь. Ну, я, как всегда, подарок Молдову, потому что как-никак с Молдавии парень, и для этого хвалю его за... Он очень вкусный, раннеспелый по сравнению с другими сортами. И идет фаршировать, всякие салаты готовить, очень вкусно. Зато он сладкий. Который перец? Подарок Как называется? Молдовы. Подарок Молдовы. Да. Запоминаем. Белозерка очень тоже хороший, плоды очень красивые и этот плодоносит. Хорошо. Так, ну и мы подошли потихонечку. Подходим, мы подошли к нашей любимой клубничке, которую я получил недавно, 27 мая. Да, нужно апреля, рассказать. апреля же, май же сейчас. Апреля, да. Да. Нужно рассказать немножко предысторию, и тем самым мы объясним телезрителю, почему здесь вот она именно в таком состоянии, в таком виде, да. Да. Дело в том, что Георгий заказал это заранее. 5 апреля 5 они апреля. отправили мне. Да, а приехала она лишь 27 апреля, то есть замученная, да. Да. Вот немножко она вот. подвядшая, да. Ну, то есть были небольшие проблемы. Но мне кажется, для такого опытного человека, как вы, это даже такой некий эксперимент, да? Да, будем лечить. Каким урожай образом можно реанимировать кустик, ну вот, той самой клубнички? Вот что вы делаете в этом случае? В этом случае, вот сажаем, я обычно как сажаю, вот если люди посмотрят, вот покажите, Да. вот как она есть. Она высажена на бугорочек, да, как будто, да, так оно и есть. Я делаю ямочку, туда ложу перегной немножко, золы, это все перемешал, и потом в этой луночке вот так я сделал бугорочек маленький, в этой яме. И выровнял корневую систему вот так, как вокруг, как юбочку. Как юбочку. Я положил вот сюда вот это, и потом затаскиваю и окучиваю до уровня, потому что у меня только корневая система задевает вот этот бугорок, я на этом уровне ставлю, а она вот эта вот точка роста вот отсюда, вот, да, я до сюда, значит, засыпаю. Для этого получается бугорок. В чем суть, преимущество вот этого растения? Она прогревается, шейка никогда не гниет, она не находится в низине. Вот в летнее время влажности нету, она развивается, а потом корни идут в глубине, очень глубоко идут. И для этого очень формирует хорошую крону, и урожай очень хороший. Начинает ботва вот эта, да, разрастаться очень красивая, и ягода, она мало прикасается. И еще преимущество почему? Потом, когда она разрастается, вот я вижу, вот, если сильно много ботвы, некоторые стригу. Ботву остаю, чтобы она у меня не пошла в ботву, мне же надо урожай собирать, а не зелень. Я же листья не ем, только клубнику. Засыпаю соломой, сеном. Я беру у друзей, у меня есть вот в Владимировке, я туда иду, 2 тюка покупаю старого сена. И вот на уровне вот это засыпаю. То есть вот эти сеном. вот, да, вот эту пустоты, да? Это пустоты. И ягода уже ложится на это, она сохраняет влагу, тепло дает, потихоньку гниет, питается растение, еще лучше растет. Но сначала, сейчас по весне, мы должны сделать вот такие горки. Да, горки, потому что вот прохладная погода, она земля не... А вот сейчас корневая система тут развивается. Она в глубине идет, потому что там прохладно, еще идет
холод. над землей вот в этом бугорочке Да, развивается. да, вот это мы же раскидали ее сюда, да, и да. она тут, я даже, давайте я один выдерну уже для этого, покажу. Ой, чтобы- не надо. Не надо. Не надо, пусть растет, не будем лишний раз Ну. трогать. То есть и это мы говорим, какой сорт у нас самое главное? Это Альбион, Альбион. американский сорт, очень улучшенный сорт, там кабрила с кем-то, ну, очень хороший. Плоды очень вкусные, урожайный сам по себе. Что насчет Мурана вот написано у нас? Мурана сорт тоже такой же сладкий, но он немножко более такой пластичный. В наших условиях, говорят, может зимовать, но не знаю. Я уже пробовал, не получается, ну и не советую другим тоже мучиться. Лучше выписывайте эту рассаду, покупать или самому выращивать семенами. Но надо покупать не гибриды, а вот сорта, тогда только у вас будет хороший урожай. Если вы покупаете гибриды, и сейчас покажу еще наверх. Давайте. Вот посмотрите, давайте я сейчас вот сниму один, покажу. Хорошо, аккуратно. Это у меня сохраненный Ой, дома. Я потом перенес сюда. ага, Вот давайте вот так снимем. давайте. Вот. Смотрите, уже есть плоды. Уже есть Да, ягодка да, да, вот они, красавица. вот плоды. Ага. Это ягодка. Я посадил ее в этот, вот сделал стаканчик. Не покупать же мне вот это все. Сейчас дорого, там всяко разное. Вот это сорт мальга, и тут мальга. Сорт, он, Азия. Да, этот сорт, он плодоносит очень раннеспелый. Когда будет уже? Ну, Когда числа уже будут? Числа 25 уже покраснеет. Мая? Да. 25 мая. А сегодня у 25 нас... она будет плодоносить и в течение месяца плодоносит, потом перестает и начинает усы. Все. Это короткое, вот это как? Короткий век. Да, век у них короткий, очень раннеспелый сорт. Ну, я суть к чему, вот эти стаканчики так делаешь. Из туда- пакетика, да, полиэтилена. Из пакетика полиэтилена, можно, Да. с черной пленки. И хранится, плодоносит. Потом можно затащить в дом. Но ремонтантный сорт, только так можно его такой взять, затащить, потому что у него длительное плодоношение. И осенью, в сентябре месяце, когда наступает, или где-то затащил, и на балконе вот этот сорт можно выращивать. Вот в таких стаканчиках. Люди боятся. Нет, экспериментировать надо. 4 растения взял, купил. 4 килограмма ягод у тебя будет. Легко и просто. Экономия, легко Да. и просто. Так, а что насчет подкормки? Что любит наша клубничка? Клубничка наша любит, сначала надо вот такую массу выгнать. Я, птицефабрика возле меня рядом, я иду туда, беру навоз, этот вот, ой, правда, она вон такой. Разбавляю, вот стоит уже половина ведра, этого уже осталось бачка. То есть И помет потом куриный. золы побольше. Вот надо, когда она начинает наливаться ягода, да, должно быть больше калийных удобрений. Мгм. Потому что калий дает сладость, и этот и крупный вот это. Ну и с микроэлементами тоже будут. Ну, то есть покупать Луковую готов. шелуху не выкидывайте никогда. Сами пейте чай и чай дайте растениям. Тогда они вот не болеют и очень У красивые. него все, да, идет в Все дело. идет дело, да, да. Да, Этот, значит, помет куриный, луковая шелуха. Еще да, знаю- луковую шелуху надо хотя бы 5-6 раз за сезон опрыскивать. Именно этот. луковой. Все растения, хоть помидор, хоть это, да, там очень много витаминов, там всяко разные. И притом грибковых заболеваний не бывает. Вот такой еще А- совет. Один, да, один, берем вот на один заметку. из лучших. Хорошо. Вот это сорт у меня московский деликатес. Клубничка. Клубничка, ну, не знаю, что получится, но я надеюсь, что будет. Сейчас пойдем туда, еще там красивее они стоят. Ну, они Всё. те в стаканчиках. Ага, мы Да. движемся далее, да? Да, 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 да. Немножко про вашу теплицу, да, расскажем. Это такое ваше тоже творение, да? Ничего Ну, сложного. Ничего сложного, это моя задумка, сам строил, вот так построил, получается, 1 ярус, 2 ярус, 3, 4 ярус. Так. Когда-то в будущем это будут самые знаменитые дома, будут строить со своими теплицами, своими гаражами, и человек мало будет ходить. Может быть, и фабрика, и завод будет в одном доме. Да, вот обратите, то есть внизу на первый ряд это клубничка, да? Да, 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 да. На втором этаже у нас Рассада рассада. вот выращиваю, На третьем также. тоже рассада. И вот на четвертом у нас тоже рассада. Вот и четвертый тут Вот, на этой вот стороне. на этой Ага. стороне четвертая. То есть все очень компактно. И очень много сажаешь. И Да. мало тратишь, как она называется, дров, ну, Для отопления. для отопления. И следить можно, ухаживать. Так, вот это та самая наша клубничка, Да, да? да, да, да. Которая Вот это приехала. вот, который приехал, я ее рассадил в стаканчике, она альбион этот. Она вытянется. Не идет, потому что солнышка нету. Мгм.
То есть Вот, клубника любит да. солнце. Ой, любит она солнце. Она самая такая вот. Эта ягода, если солнышко есть, очень сладкая, очень вкусная. Да? Так, Лучок у вот вас какой-то лучок шикарный. у нас, вот можно посмотреть. Пока- На 1 мая вышел, стал возле магазина «Ремикс», где мужики ходят. Продал на 4000. Вот так. Себе коньяка тоже купил на зло за свою Вот так работу. Это севок маленький, вот такой покупаешь, вот посадил. Вот преимущество в чем? Он находится на высоте, да? Вот, потому что эти холодные, Да. сначала выращиваю, вот я рассаду наверху, потом по чуть-чуть опускаю, закаливаю ее. Очень вкусный лучок, нежный, даже вот смотрите какая, как сенокосные угодья. Да, тут прям Вот можно смотрите. косой косить этот лучок, да? Да. Тоже хороший, советуем. Сорт Да. какой еще раз говорим? Этот сорт Как вы красный, я даже не знаю, какое его название, там, ну, севок вот такой, я не знаю, Севок, как. всё, Да. севок, главный севок. Что прочел? Еще один это тоже для этих, которые любопытных и этот. Вот посмотрите, вот я сделал тоже такой же пакетик с этого, да. А, Посадил огурцы, там на ютубе залез, посмотрел, оказывается, высаживаете их прямо на грядке, тепла, холод не идет снизу, она развивается, корневая система, все вот это формируется очень большой, потому что он не ограничен в этом пространстве. И потом я уже 25-го буду своих огурчиков кушать. ваши Не слова, покупать. я надеюсь, это будет правдой. Да. А это вот розы покупали мы в этот в светофоре. Вот. Она были такие страшные какие-то, вот это, а вот они у меня вот это. И в этом году зацветут такие красивые, крупные, Вы вот что? нарисованы. Вот Будут, белые. розы будут. 5 штук купил и не пожалел, что я вложил деньги в вот это. Вот, теперь смотрим на ту самую клубничку уже, Да. которая у вас ранняя. Да, ранее. Вот эта клубничка Палец вот в видно. стакане. Вот в стаканчике она, В да? стаканчиках. Вот она тоже с цветочками. Вот Да. покажите вот так, чтобы они люди видели. Да, Вот. давайте покажем. Вот в стаканчиках. Ну, за ней просто уход надо больше. Вот этот. Надо следить, постоянно подкармливаешь. Через 2 дня. Потому что объем маленький. Мгм. И если вот это не дольешь там чуть-чуть, она вот сам зелень А много. когда и пересаживать-то ее? Уже надо, да? уже пора пересаживать. Я просто знал, что вы подъедете и для вас, вот, для людям показать, что вот можно это выращивать и как надо выращивать, чтобы она получилась Да, красивой. ну тут у нее уже цветочки есть уже, да? Да, ягода, она уже. ягода с ягодой, вон цветочки, все вот этот вот. Вот И, этот и рядочек. вот так, и такая она крупная уже, а хотя в маленьком стаканчике, да? Да. находится? Ну, это уход. Да, только уход. Ребенок становится богатырем, если папа и мама очень много вкладывают в нем. Так, а вы все время отрываете? Что отрываете идете? Это усики, вот я их слежу, чтобы они эти усы снять с нее, чтобы он вот он, Вот видите, он. как. Вот он ус. Отрываем? Да, вот это отрываем, да, Не потому нужно, что да? вот они не нужны. Потому Под что корень? Ну, почти, да. это разницы никакой нету, чуть-чуть можно оставлять. Вот видите уже какой, он отбирает питание у растения. А вот она уже, вон, видите, цветочек, и должна наливаться ягода, а этот ус забирает у ней. Да, просто У так нас- не ходим, Да. вырываем усики, правильно? Вот, а здесь вы уже в ведрах поставили. Да, То вот есть- это тоже, как я вот показывал в этих стаканчиках, в Пакетиках, мешочках, ага. пакетиках, а это ведро. Посмотрите, Ну. уже ягода есть. Да, вон, смотрите, какая ягода красивая. Плоды уже, вон они, Да, вот. красота. Утром хожу, вот так простучал, а попылили ее, как называется, чтобы она, пыльца попадала, и вот усики, вот видите, Опять усики. да, вот это их отрезаем, снимаем их, потому что они нам Вредят. не вредят, просто отнимает. Кушанье у других. да. А вообще с утра вы каждый раз вот их так Да, вот опыляете утро, вот так. да, вот я прохожу утром, я же иду, ой, Да. красавицы мои, какие красивые, ягоды скоро буду кушать. И Разговариваете так, с ну ними, да, и так их слегка погладили, тем Да, самым да. опылили их, да? Да. Так, хорошо, здесь у нас еще опять клубничка. Клубничка, вот там огурцы на тех ящиках, Пойдемте Это- посмотрим огурчики. ну это цветочки циния такие, вот сюда, я еще вот это, вот, осторожно, Мгм. вот огурцы, тут вот ранее, потому что люди покупают где-то числа 15, где-то 12, уже приходят и покупают, вот такие они красивые. Я их сажаю по 3-4 штучки в одном стаканчике, а потом я
2-3 беру и пересаживаю других, вот это по одному так. А потому что если одну семечко посадишь в стаканчики, Ага. получается половина стаканчиков пустые, не все семена всходят. Да. И Лучше для этого- перестраховаться, вы по 3 Да, садите. 3-4 вот сажаю, и потом не ленивому быстро отковыряла их и пересадил, и все. Я даже покажу в другом месте, как они там они есть. Хорошо. Этот облепиха очень хорошая. Это чуйская называется. На Алтае растет. Вот такой сорт продолговатый, очень вкусный. А этот сорт лохта, тоже укореняю саженцы. Вот эти я обрезал чубуки вот этот и укореняю их. И вот будут тоже на продажу. Это все на продажу. Себе чуть-чуть оставлю. Малина ремонтантная. Вот в перспективе мы все должны заниматься, для нас, для Якутии, мне кажется, этим надо заниматься. Большинство в каждом огороде должно быть хотя бы минимум 10 кустиков такой ремонтантной малины. Она не боится заморозков. Осенью подстриг ее под землей, над уровнем земли. Мгм. Снег выпал, и весной, ранней весной, но одно единственное, что ранней весной надо ее сделать парничок, чтобы она пробудилась, и оставлять, и тогда она успевает поспевать в наших условиях. Уже ягода вкусная будет в конце августа. Ну и сентябрь. Зато мы соберем 3-4-5 килограмм с каждого кустика. Вот, каждого кустика. вот она вот это. Это называется у меня похваленка. Мгм. Конек-горбунок есть и карамелька. Вот она. Вот я же получил вот такие, как называется, саженцы. А вот они пустили корень. Видите, вот Да. высадил это. А вот мы, если высадим в этом году малину, она уже даст плоды? В этом сразу? году, да. Уже даст сразу. В этом году даст. А на будущий год еще больше, потому что у ней корневая система формируется больше, питания будет, она пустит. Но все равно мы должны оставлять 6-7 вот таких вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эти все, остальные надо отрезать, укоренять их Вот эти. и подготовить на следующий год, чтобы ты размножил этот Да, сорт. да, да. Все понятно. И вот этот вот я потом его отсюда отрежу, Мгм. чик, отрежу, укореню, потому что она сейчас вот эти дадут в этом году тут малину, а эти не успеет дать, Мгм. ну, отбирает питание. Вот эти они развиваться не будут. А сначала вообще это надо убрать, тогда эти дадут больше малины ягоды. Вот я получил с Южноуральска, там у меня есть очень хороший селекционер, он выращивает, и мне это там отправляет, я с ним связан вот этим. И я сохранил это, он с корневой системы отправил, и она долго вот это. Вот сейчас тоже наступило время, вот она. И в этом году я осенью буду кушать. Дарья приедет, снимет, как мы кушаем виноград. Хорошо. Клубнику ели, а Так. еще виноград покушаем, вот есть это вот с этого кустика. Вы уверены, что с этого кустика точно будет виноград? Точно будет виноград, конечно. Вот она Хорошо. зацветет. Вот это и семечек виноград, вот это. Ну, просто надо сажать. Я же тоже любопытство берет верх над этим Экспериментируете, знаниями. Да, да? экспериментируем и для этого. Это тоже виноградик. Это тоже виноград, да, вот. Ну, это из семян, с базы, вот там у меня база 66 рядом, я покупаю, вот. Ну, делать-то нечего, Да. испытывать-то надо как-то. А это кустиком приехал. А это кустиком, да, он отправил, и он сказал, что она выдержит минус 40. Минус 40 Ну, выдержит. для меня я даже обрадовался, что минус 40 это очень здорово. Посмотрим тогда, что будет у нас. Да, накрою еще под одеялом, Да. с ним буду спать. Это как с ребенком, да? Да. Так, все вроде А, рассказали. да. Что еще? Этот вот огурец уже не будем показывать. Ага. 6 штук мы съели, в дома вырастил. Уже? С сентября месяца этот растет он. А. Ну, замученный, света не хватает. Вот, Хорошо. все вот это мое. Это тут я. Потом вот другая теплица есть, но я ее запустил вчера, только тепло туда дал. Сейчас там буду сажать другие, вот отсюда перемещу эти растения потихоньку. Но Так. основной вот тут, мой труд тут находится. Итак, дорогие друзья, заниматься землей, заниматься с растениями, с овощами, с фруктами, это всегда приятно. Мы не перестаем говорить вам, начните, попробуйте. Вот Георгий говорит, можно и на балконе вырастить клубнику. Ну, возьмите вы пару кустиков, посмотрите. Ну, как приятно будет видеть красный, сочный плод, да? Да, ягодку. ягодку, ну, очень вкусные. А дети еще больше будут радоваться. Мы же не для себя, мы в будущем должны смотреть на детей, на внуков, чтобы они немножко привить вот этот любовь
наше поколение, наши родители так и делали. У нас вот это заставляли, говорю, в Советском Союзе заставляли детей делать. Да мы меньше работали, чем в Америке, бедных. Вот такой у нас Георгий, всегда позитивный, всегда у него очень много эмоций, много сил. Вы представляете, со всем же этим надо работать, это рано просыпаться, поздно ложиться. А он же со всеми растениями еще и разговаривает, дорогие друзья. Вот она та самая любовь. Это точно мое лекарство. Я, между прочим, вот 7 лет назад перенес ишемический инсульт, а 3 года назад рак желудка перенес. Ну, у меня супруга болеет. Ну, от этой нервотрепки жизнь все равно вот это как-то, да, тяжеловато. И я решил вот это, все болячки надо вылечить этим, как этот, куют или что-то такое. Ну, через труд какой-то, вот занятость вот такой, чтобы не замечать вот это. И тогда организм поднимает свои резервы, потому что мы живем, тратим всего 15-20% своих ресурсов. Положительной энергии на свое мировоззрение, на создание своего самого себя. А если мы вот начнем чем-то заниматься, кажется тяжело, все вот это. На самом деле. Выиграет войну только победитель, сильный и бесстрашный человек. Вот так, золотые слова. Спасибо большое, Георгий. И не перестаем вам, дорогие друзья, говорить о том, что свяжитесь с нашей редакцией. Мы обязательно передадим контакты Георгия. И, возможно, вы станете счастливым обладателем такой вот хорошей, добротной, качественной рассады. Не умеете сами, обращайтесь, приезжайте, забирайте, покупайте и ждите тот самый урожай 2022 года. Да, осенью вообще будут радоваться, потому что рассада очень качественная. Она проходит все формы акклиматизации. Ночью немножко прохладненько, солнышко когда есть. Сейчас она вот такая, да? Неделю только солнышко подымет, она уже вымахает. И мне придется на улице вытаскивать тоже мучение. Ну а что делать? Ради нее я буду так делать. Ну, на этом мы завершаем наш выпуск. Спасибо всем, кто был с нами. Увидимся совсем скоро. До новых встреч.